Пользуясь случаем, поздравляем всех жителей Иванова и гостей с днем основания нашего славного города. На Ивановской земле родились и творили многие известные художники, поэты, режиссеры, и их жизни, произведения и сегодня вдохновляют людей. В выставочном зале Союза художников Туркменистана презентовали проект «Перекресток искусств». Он объединил сразу несколько направлений творчества – музыку, живопись и поэзию. Героями работ стали деятели культуры не только из Туркменистана, но и России, в том числе и ивановские композиторы Наталья Щербинина и Сергей Ахомуш, а также поэт-фронтовик Николай Майоров, рассказывает Любовь Кияшко. В выставочном зале Союза художников Туркменистана презентовали проект «Перекресток искусств», где представили 50 портретов деятелей культуры двух стран – Туркменистана и России. Работы выполнены в разных техниках – карандашом, углем, чернилами, гуашью и акварелью. Авторы портретов – дети, учащиеся 3 и 4 класса художественной школы имени Бяшема Нурали. Своих героев юные художники выбирали по своему усмотрению. Среди них их любимые писатели, композиторы, музыканты, певцы, блогеры и даже космонавт. Командира отряда космонавтов Олега Кононенко, проходившего реабилитацию Решми после одного из полетов, как и ивановских композиторов Сергея Ахомуша и Наталью Щербинину, нарисовал один и тот же автор – юный художник Батыр Салтанов. Имя Натальи Щербининой очень известно нашему городу. Я знаю ее замечательные произведения, музыкальные произведения. Одно из них прозвучало на открытии церемонии нашей выставки. И я хочу передать привет Наталье Вареевне и подарить свой портрет. В Иваново отправятся также портреты Сергея Ахомуша и поэта Николая Майорова. Такой подарок решили сделать организаторы проекта «Перекресток искусств». Мне очень нравится творчество поэта Николая Майорова. Я знаю, что в этом году ему исполняется 105 лет. Решил нарисовать его портрет. Свою работу мне хочется передать в город Иваново, в школу, где учился Николай Майоров. Стихи поэта-фронтовика запали в душу ашхабадцам. Я очень люблю русскую поэзию и являюсь поклонником творчества Николая Майорова. Он прожил всего 22 года и погиб, защищая нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Я хотел бы прочитать его стихотворение «Творчество». Есть жажда творчества, умение созидать, на камень камень класть, вести леса строений, не спать ночей, по суткам голодать, вставать до звезд и падать до колени. В Ивановской школе номер 26 новость о таком интересном проекте стала неожиданностью. А портрет Майорова, который уже в пути из Туркменистана в Россию, большим приятным сюрпризом. Он выполнен в технике карандашной, очень душевным получился, но вместе с тем с такой фотографической точностью передан. Мальчик, который его рисовал, видимо, очень любит поэзию. Это видно, его портрет такой, получился, наверное, одним из лучших, что я видела в последнее время, что у нас может присутствовать в нашем мемориальном музее. У нас создан кабинет имени Майорова, и этот портрет займет там центральное место. Доставить портреты в Иваново поможет русский дом в Ашхабаде. Эти работы останутся на добрую память, как свидетельство дружбы между двумя народами и городами, и как пример того, что искусство не имеет границ.